Привет, меня зовут Алсу, я из Оренбурга. Как выглядит для тебя идеальный татарин и что он из себя представляет? В первую очередь я смотрю на отношение человека ко мне. Это должно быть уважительное отношение, заботливое, наверное, внимательное. Если говорить о внутренних качествах, то это должна быть уверенность, то есть он знает, чего хочет, доброта в первую очередь, конечно же, в человеке. Меня зовут Аделия. Как ты видишь идеального татарина? Умелый рукоделец, который обязательно хорошо варит чай с молоком, умеет доить корову для молока. И я думаю, он должен быть добрым, отзывчивым и инициативным, как, в принципе, большинство ребят из нашего штаба. У нас очень хорошие ребята, я думаю, у нас настоящие татарины собрались. Вот. Я думаю, идеальный татарин должен быть похож на любого парня из нашего штаба. Я знаю, что ты сейчас первый раз в штабе. Какие твои ощущения, как твои эмоции? Ну, мне очень нравится. Тут очень классная атмосфера такой семьи, радостно, весело. На баяне играли. Мне очень понравилось, очень мне нравится. Мне кажется, здесь прекрасные люди. Я с очень многими людьми познакомилась. Все очень гостеприимные, угощают чаем, молоком. С молоком вообще прекрасно. Плов был очень вкусный. Поварихам отдельный просто респект, очень классно. Все такие заряженные, все позитивные. Очень хорошая атмосфера, мне вообще все понравилось. Как для тебя выглядит идеальный татарин? Ну, в целом, я не вижу прям какого-то идеального образа. Скорее, каждый индивидуален. Вот, очень интересно общаться и узнавать каждого с какой-то своей новой стороны. Исемі Хайдар булам. Ничек сен штаб бүгін? Бұл штабта гел бик күңелле. Монда яшь кешеләр баянда уйнап, җырлап, көлеп, татар җырларын җырлап, бергәләшеп рәхәтләнәбез. Сенің бірінші мәхәббәтең булдымы соң? Әлбиттә, беренче мөхәббәт булганы бар, һәм дә ул ничек дип әйтәм, иң көчле мөхәббәттер. Һәм истәлектә калган мөхәббәт буладыр инде. Привет, Азиз, приятно познакомиться. Расскажи, пожалуйста, какие у тебя впечатления от штаба и какие эмоции ты испытываешь здесь? Здесь очень дружелюбная атмосфера, очень классно кормят, вот так вот. Очень здорово, что здесь столько людей, объединенных чем-то одним. Они все разные, у них у всех разные интересы, но они все какие-то дружные, стараются дружить. Нет каких-то ссор, споров и так далее. Вот. Все, отлично, спасибо большое, мы очень рады тебя здесь видеть. Ответь, пожалуйста, на вопрос. Была ли у тебя первая любовь и когда она приходит? Через день, через неделю или через месяц? Давай через неделю пусть будет. Какие эмоции ты испытывал во время первой любви? Очень странные. Вот. Такое ощущение подвешенного состояния. Какие-то неловкости, вот эти эмоциональности. Меня зовут Тагир. Ты откуда? Я из Альметьевска родом, сейчас в Москве, нахожусь, учусь. От нас к тебе такой вопрос. Веришь ли ты в первую любовь? И когда она приходит? В первую неделю, в первый же день или через месяц? Вообще любовь очень обширное понятие, безусловно, но первая любовь, она, конечно же, будет рано или поздно. Хочешь этого или не хочешь, как бы чувствами ты не управляешь. Но когда она появляется, она рано или поздно появляется, ты сразу понимаешь, что это именно то. Это непередаваемое ощущение, это словами нельзя описать, но когда ты это испытываешь, для тебя остальное уже не важно. И эта любовь может относиться не только к людям, к девушке или, наоборот, к парню. Это может быть любовь к родине, это может быть любовь к книге, к известному человеку. И это вообще очень глубокое понятие. То есть лично у меня, допустим, любовь к родине, она появилась, когда я от нее уехал. Я вот приехал учиться в Москву, я заселился, и в какой-то момент я понял, что я ужасно тоскую по своей родине, скучаю по родным, по близким, хотя никогда этого раньше не ощущал. Так что рано или поздно ощущаешь. Я думаю, первая любовь появится тогда, когда тебе чего-то очень сильно будет не хватать. Вот. Беренче мәхәббәт булганда синең нинди хисләрең булган инде? Беренче мөхәббәттә синең яраткан кешең, ул синең өчен бөтә дөнья дисәң дә була, ул синең өчен чәчкә, бөтен иң якты хисләрне уята торган нәрсә була инде. Расскажи, пожалуйста, была ли у тебя первая любовь и когда она приходит? Через неделю, через месяц или через день сразу? Ну, я могу сказать, что да, как мне кажется. И мне кажется, это была любовь с первого взгляда. Я сразу увидела и влюбилась в мальчика. Это было прекрасно. Наверное, как-то сразу понимаешь, что этот человек твой. Вот. Поэтому
она приходит сразу. Ответь, пожалуйста, на вопрос. Была ли у тебя первая любовь и какие эмоции ты испытывала? Конечно же, светлые эмоции, которые вдохновляют, которые дают сил. Там, очень, очень классно. Всем советую. Рустам исәмез, ничек хәлләр бүген? Бик яхшы бүген кич үтте. Күп кеше жаңа беренче тапкыр килделәр. Яхшы татар җырларын җырладылар. Бик башта инде сораган идек, әйдә әле җегетләр татарча сөйләшәйек. Татарча башлайбыз да тагын урысчага күчәбез. Кызганычка каршы. Но күп кеше бүген, бик күп кеше бүген татарча сөйләштеләр. Я бик шәп. Шундый сорау сезгә. Сезнең беренче мәхәббәтегез ничек булды соң? Ничек әйтергә, ул бит мәхәббәтне магазинга барып сатып алып булмый. Мәхәббәтне ясап булмый. Мәхәббәт ул илһам кебек кайдадыр нидән килә ул. Менә тора например, яшь чакналарны искә алсак, тора ишәү кызлар. Менә алар кайсыдыр шой, кайсыдыр шамай. Мәхәббәт ул бик нечкә нәрсә. Мәхәббәт булса, аны кадерләргә кирәк. Ул бер байлык бик зур ул. Мәхәббәт ул илһам китерә. Мәхәббәт булганда кайф китерә ул, илһам китерә. Әллә нинди эшләр эшләсе килә. Ну, беренче мәхәббәтне мин инде хәзер бик искә төшереп, минем детсадта булганда бик бер кыз шойдырые. Бигрәк шойдырые. Мин аны килеп өйгә сөйләйдерем инде әтиәниләргә. Миңа әти әйтәдер, менә яхшы укы, бай бул. Анасы ул үзе сиңа килер. Вот. Анасы мәктәптә миңа беренче класста бик кыз бер шойдырые. Ә минем әни миңа шоколад бирәдер. Шул шоколадны өйдә яшереп, кочырып, мин әкрен генә икенче көнне шул кызга илтәдер. И шуннан шундый үземә ниндидер дулкынлык, хис, куаныч буладыр инде минем. Менә шундый мәхәббәтләр инде. Аннан соң инде студентлар чакта икенчеле инде ул менә. Мәхәббәтне ул килгәч без аны беренче көнне сизмәйбез. Оннан соң да уйлый башлайбыз. Значит, бик котлаулы нәрсә бу. Оңар без барыбыз да әзер булырга тиеш. Алла Тәгаләдән сорарга тиеш. Бирегез миңа мәхәббәт. Привет, меня зовут Маша. Я знаю, что ты недавно в штабе. Можешь, пожалуйста, сказать свои первые эмоции, впечатления и как тебе вообще в штабе? Ну вот у меня лично, с чем связаны первые воспоминания, это наша поездка в Дубну с Аделей зимой. Это было вообще одно из реально крутейших моих воспоминаний о моем пребывании в России, потому что я сама из Беларуси. И после этого момента мы стали ходить в штаб. Тут очень много классных ребят, с которыми мы общаемся, дружим. Вот такие у меня впечатления. Была ли у тебя первая любовь и когда она приходит? Через день, через неделю или через месяц? Мне кажется, что это с первого взгляда, а вот дальше это уже проверяется. Какие-то чувства, скажем так, в дальнейшем. Это работа. Да, какие эмоции ты испытываешь? Ну, наверное, какая-то такая искра. Вот, ощущение эйфории, счастья. Ты летаешь. Насколько я помню, я вообще забыла, как дышать. Мое сердце билось настолько громко, что я не могла даже говорить, когда этот человек посмотрел на меня. Я не знала, что сказать, у меня не было ни единой мысли, я вообще не знала, что сказать, я очень засмущалась. Вот. Камиль, добрый вечер. Как ты видишь идеальные отношения? Я считаю, что идеальные отношения, когда вы полностью понимаете друг друга, вы принимаете друг друга, любите друг друга, какие вы есть, работаете над этим, помогаете друг другу, заботитесь, не даете, поддерживаете морально всегда. Я считаю, что это должна быть большая работа проделана, чтобы вы по-настоящему сблизились, почувствовали духовную связь, и уже она будет поддерживать ваши отношения и держать вас вместе, и вы будете счастливы.
Как ты считаешь, способен ли штаб татар помочь тебе найти свою любовь? Конечно, конечно, почему нет? Здесь настолько приятные, отзывчивые люди. Я каждый день буквально, когда прихожу, знакомлюсь с какими-то новыми людьми, и они все интереснее, все открытие для меня. Я нахожу новых друзей, знакомлюсь. Я знакомлюсь здесь с девушками, они просто потрясающие, все открытые, инициативные, красивые, конечно же. Просто это словами, конечно, не передать. Девушки штаба, вы самые лучшие, как бы это всем понятно, всем очевидно, поэтому, конечно же, здесь можно найти свою вторую половинку. Надеюсь, мне так повезет и так случится. Сейчас ты уже более-менее познакомился с татарской культурой, с татарскими парнями. Расскажи, пожалуйста, как для тебя выглядит идеальный татарин? Главное, чтобы он ел много чак-чака, я считаю. То есть чак-чак, чтобы он ел. И готовил его. Ел и готовил. Да, это идеальный татарин. Мы будем вместе сидеть, кушать вот это вот все, да. Ну и, конечно, чтобы он хорошо пел. Мне очень нравятся татарские песни, я прям балдею. Я сама хорошо пою, у меня музыкальный слух, и мне важно, чтобы он хорошо тоже пел и говорил по-татарски, конечно же. Наверное, доброго, доброжелательного. Вот какие вот здесь ребята. Они отжимались тут раз 20. Вот такого какого-нибудь я вижу вместе с собой. Вот, что-нибудь такое. Как для тебя выглядит идеальная татарская женщина? Идеальная, в принципе, женщина для меня выглядит как вот сзади меня вышла. Она добрая, справедливая, она верная, она хорошо готовит. А в культурном плане как она должна быть? В культурном плане воспитанная, скромная. Вот, чтобы всяких закидонов не было, неприятных. Девушка должна быть счастьем, должна быть твоим миром, а не второй войной. Безнең идеаль татар кызы тәртипле, ипле, җинак, мусульманча, акыллы. Но менә бүгенге көндә безнең әзрәк фикерләр үзгәрде. Безнең татар кызлары өйдә генә утырып, ирләрне тыңлап утырып тиеш түгел. Безнең һәрбер татар кызы идеолог булып балаларын үстерергә тиеш. Үстерергә тиеш татар телен кирәклеген яраттырып, кирәклеген белгертереп, шулай иттереп безнең татар кызлары ул беренчедән әни кеше. Шул әни кеше безнең балаларны үстергә тиеш. Менә шундый кисләр белән, шундый максат белән татар телен жараттырга, татар телен кирәклеген белдерергә и татар телен киләсе буыннарга тапшырырга. Менә шул бик кирәкле нәрсә бүген бөтен татар кызларына. Бик дөрес итеп сөйләйсез, рәхмәт бик зур җавабыгыз өчен. Сезгә бүген рәхәт кич телибез. Яра, рәхмәт. Привет, меня зовут Амир. Приятно познакомиться. Как тебе атмосфера в штабе сегодня? Атмосфера классная, все такие причесанные, в пумах, в адидасах там ходят. Короче, все такие, понтовые ребята, молодцы вообще. К тебе такой вопрос. А когда приходит первая любовь и какие чувства ты испытывал? Первая любовь приходит где-то через недельку. И испытываешь чувства просто великолепные. Вот хочется вот весь день наслаждаться, в общем, одним человеком и все. Вот про все забываешь, вот только один человек. Вот примерно такие чувства. Привет, меня зовут Ильяс. Ты здесь новенький? Нет, как говорит Рустам Фарисович, ветеран штаба. А как тебе сегодня обстановка в штабе? Добрая обстановка, и как-то я давно не был, я уже где-то год, наверное, минимум. И должен сказать, что какие-то обновления, произошел определенный ремонт, там все так прям стало более как, то есть и раньше было, конечно, чисто, а сейчас более ярко как-то стало. И дышать легче, несмотря на то, что, как всегда, полный зал, да, там весь штаб полон людьми, молодежь здесь сегодня особенно, как-то прям атмосфера какая-то более легкая сейчас. К тебе такой вопрос. Расскажи, пожалуйста, про свою первую любовь и когда она пришла, через день или через месяц? Сегодня у нас, да, разные студенты из разных вузов, и я, например, я не учился, но я работал в РУДН, и, кстати, там я в РУДН встретил первую любовь свою, и потом женился. Ярашин напта шулай була инде. Менә синең өчен идеаль татар кызы ничек була ул? Идеаль татар кызы минем өчен ул әлбиттә үз телен белгән, татар телен белгән кыз, һәм дә үз халкын яраткан, үз халык биюләрен, халык җырларын яраткан, һәм дә хөрмәт иткән кыз була. Һәм дә обязательно кухня инде, татарский национальный кухняны пешерә белергә тиеш. Рәхмәт бик зур. Сиңа монда рәхәт кичләр телибез. Рәхмәт.
Была ли у тебя первая любовь и когда она приходит? Через день, через месяц или через неделю? Думаю, у меня была первая любовь, и я могу назвать первую любовь человека, с которым у нас были действительно хорошие отношения, у нас, можно сказать, была душевная связь крепкая. Думаю, она приходит не сразу, и, возможно, человек не сразу понимает то, что это именно первая любовь, и что это, в принципе, любовь. Поэтому по своему опыту скажу, что да, у меня такое было. Приходит не сразу и держится долго. Хранится. Обязательно надо ее хранить. Хорошо, а какие эмоции ты испытывала? Спектр эмоций невероятно широк. И когда ты понимаешь, что этот человек действительно тебе дорог, и он для тебя значит очень многое, ты готов прощать ему многое, и поэтому больше эмоций, они были положительными. Вот, поэтому это безграничный уют, комфорт, счастье и невероятная ценность таких отношений. У меня, наверное, моя первая любовь была в классе 9. Вот. И я могу сказать, что, конечно, это не происходит по щелчку пальцев. Мне кажется, нужно время, чтобы человека узнать, чтобы как-то присмотреться. Но я, например, в любовь с первого взгляда, наверное, не верю. И какие эмоции ты испытываешь, и были у тебя какой-то опыт первой любви, не знаю, с другими людьми? Я знаю, каково это любить свою маму. Так же, как я начал тосковать по родине, я начал любить свою маму еще сильнее, начал любить свою бабушку и вообще близких, с которыми не провел достаточно много времени. И сейчас я понимаю то, что нужно ловить каждый момент, проводить с ними как можно больше времени, потому что ничто не вечно в этом мире, и рано или поздно придется расстаться с людьми, которых ты любишь. Как ты считаешь, первая любовь приходит через день, через неделю или через месяц от первой встречи? Своего человека ты чувствуешь сразу, то есть это вот прям ощущается, что все, это вот как бы родная душа. А вот сама любовь, она требует, конечно, работы обоих людей, то есть это не просто чувства должны быть, это должна быть еще и взаимоподдержка, и просто нужно принимать друг друга такими, какие вы есть. То есть это обязательно еще и какой-то такой путь, через который нужно пройти. И не все через него проходят. А расскажи, пожалуйста, какие эмоции ты ощущала, когда испытывала первую любовь? Я бы сказала страдание, потому что она была невзаимная, к сожалению, да. Вот. Как для тебя выглядит образ идеальной татарской женщины? Для меня образ идеальной татарской женщины — это, какая-нибудь типичная доярка из деревни Ташбака. То есть человек такой простой, выращенный трудом физическим, знает трудности все вот эти вот, и, в общем, поддержит в любой момент. Наверное, думаю, что она должна быть, в первую очередь, красивая. Других татарских девушек нет, но я просто так, конечно же, упоминаю. Во-вторых, ей должен нравиться чай с молоком, именно такой свежий, травянистый, крепкий. Вот. И остальные не очень важные аспекты, наверное, у нее должна быть искренняя любовь, держать очаг, уют в доме, потому что я в своем представлении, я как добытчик, я как человек, который обеспечивает семью, а жена, которая, можно сказать, будет моей опорой, будет держать мой тыл и следить за уютом дома и воспитывать моих детей. Вот. Понимающая, внимательная, любящая. Именно понимание должно быть между супругами. Я, как уже человек, опытный, который уже был женат, могу сказать, что чем больше понимания, тем больше шансов на то, что брак, совместная жизнь продлится дольше. Я им посоветую не стесняться, я им посоветую реализовывать все возможности, которые здесь есть. То есть здесь по факту можно показывать себя с разных сторон, допустим, играть на инструментах, или как-то проводить какие-то ораторские речи, или можно просто со всеми общаться, быть со всеми в контакте. И то есть это показывает человека с разных сторон, и можно развиваться. То есть можно прокачивать свои социальные какие-то навыки, можно научиться играть на какие-то инструменты, на гитаре, на баяне. Это также все помогает человеку привлекать к себе внимание, и понятное дело, чем больше человек умеет, тем лучше он общается, тем больше у него шансов познакомиться с какими-то людьми здесь в штабе, найти новых друзей и, конечно, найти вторую половинку и быть счастливым. Спасибо за интервью, Камиль. Желаю всем хорошего вечера, а мы продолжаем. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, не забывайте про комментарии.